Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Позвольте представиться. Я руководитель магистратуры по направлению специальное дефектологическое образование, направленность управления образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц ОВЗ. Я доктор медицинских наук, профессор Луиза Валеевна Фархудинова. Сегодня мы с вами поговорим о том, как пройти вступительное испытание. Это называется комплексный экзамен по направлению управления образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц ОВЗ. Форма сдачи дистанционная, вид экзамена – тестирование. В тесте 25 вопросов. Они охватывают основные подразделы такого огромного предмета, как специальная педагогика и психология. В тестовых заданиях есть вопросы по основным понятиям и определениям специальной психологии, психологической характеристики лиц ОВЗ, отрасли специальной психологии, основные понятия, задачи и методы специальной педагогики, обучение и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Длительность тестирования 60 минут. Исключение делается только для поступающих с ограниченными возможностями здоровья при наличии соответствующих документов. Тогда тестирование увеличивается его длительность до 1,5 часов. Минимальное количество баллов, которое вы можете набрать, 50. Максимальное, соответственно, 100. Дается всего одна попытка. 1 час и 1 попытка. Повторюсь. Значит, первый вход на экзамен будет через логин и пароль, который вам отправится на электронную почту. Так как могут быть какие-то нестыковки с доменами, на всякий случай просматривайте папку «Спам». Последующие посещения сайта будут под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить свое цветное фото, чтобы видно было лицо, и прикрепить также скан с главного разворота паспорта, там, где есть ваша фотография и фамилия и отчество. Повторю, что время, отведенное на экзамен, ограничено – час и всего 1 попытка. Так, у вас для того, чтобы посмотреть расписание, заходите вот на этот сайт для абитуриентов. И здесь показано стрелочкой расписание консультаций и вступительных испытаний магистратуры. И дальше, вот магистратура, как стрелочкой показана, и магистратура, о вступительных экзаменах магистратуры. Вот, на следующем сайте я вам показываю, когда же у вас вступительный экзамен. Вот в столбике комплексный экзамен по профилю управления образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц ОВЗ. Еще раз указан сайт, где будет проходить экзамен. Консультация у вас на этом же сайте 11 августа. Для тех, кто подавал документы с 20 июня по 6 августа, комплексный вступительный экзамен будет 12 августа с 10 до 10 вечера. Для тех, кто подает документы с 17 по 12 августа, экзамен будет 19 августа с 10 до 22.
И для тех, кто подает экзамены с 13 августа по 11 сентября, экзамен 16 сентября также с 10 утра до 10 вечера. Как же нам с вами подготовиться к комплексному экзамену? Значит, снова на этом сайте для абитуриентов вот, магистратура и стрелочкой показана программа вступительных испытаний по нашему направлению. Там у вас откроется вот такая программа. Программа утверждена ректором университета в этом учебном году. То есть эта программа специально для поступления этого года. Здесь описано, как вы должны готовиться и подготовить свою аппаратуру. Значит, вступительные испытания могут проводиться с применением электронной образовательной среды. И представлен перечень требований к оснащению вашего рабочего места. Это должен быть компьютер, отвечающий определенным требованиям, обязательно оснащенный веб-камерой, микрофоном. Ну, колонки, наушники – это в зависимости от того, как встроен микрофон или нет в вашем компьютере. Возможно применение планшета со схожими характеристиками. Не телефон. И требования коммуникационной сети – это скорость не ниже 1 мегабита в секунду. Должен быть текстовый редактор, графический просмотрщик. При этом вы не имеете права привлекать помощь третьих лиц, предоставлять кому-то другому доступ к компьютеру, использовать учебную справочную литературу, не предусмотренную программой испытаний, искать информацию в интернете, открывать дополнительные браузеры. Ежегодно проходят у нас таким образом вступительные испытания, но тексты тестов меняются, поэтому прошлогодние здесь не подходят. Я привела вам примерные задания. Ну, в основном тесты это тесты с одним ответом, вернее, с выбором одного ответа из множества. Значит, выбор больше, чем один ответ, 2, 3, 4 ответа из множества, или на дополнение. Тесты из всех разделов специальной педагогики и психологии, о которых я вам уже сказала. Ну вот, допустим, смотрите, я вам привела пример. Выберите правильный ответ. Лев Семенович Выгодский утверждал, что обучение должно предшествовать, забегать вперед и подтягивать, вести за собой развитие ребенка. Развитие первично по отношению к процессу обучения. Обучение не зависит от уровня развития ребенка, оно опирается на наследственную заданность интеллекта. И обучение и развитие идут параллельно и независимо друг от друга. Здесь нужно будет выбрать один правильный ответ. Еще один пример. Система специальных педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков развития, это коррекционная воспитательная работа, коррекционная педагогика, коррекционная методика или психологическая коррекция. Видите, казалось бы, на первый взгляд простые вопросы, но для того, чтобы на них правильно ответить, надо знать
специальную педагогику и психологию. Надо знать основные положения этих наук. Надо знать ученых, которые внесли значительный вклад в теорию, и ведущих специалистов, которые внесли огромный вклад в практику. Надо знать подходы к работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. И, в общем-то, практически все из специальной педагогики и психологии. Это базовые дисциплины, без которых вам будут читаться они дополнительно, эти дисциплины, но предполагается, что абитуриент, поступающий на это направление, специальное дефектологическое образование и на наш профиль, уже готов к дальнейшему изучению различных аспектов этих наук. Вот еще один вопрос, допустим, что является целью инклюзивного образования. Вы видите, если бы это было просто вопрос, что является целью, вы бы смогли ответить, немножечко запутавшись, в общем, правильно, да? А так к вам предлагаются различные варианты ответов, то вы должны знать четкую и точную формулировку. И напоследок, здесь на слайде приведены мои контактные данные. Фархудинова Луиза Валерьевна, мой личный телефон и WhatsApp, и личная электронная почта. Также сайт университета и раздел абитуриенту, к которому вы постоянно должны обращаться, и телефон приемной комиссии. По вопросам вы можете обращаться ко мне в любое время, писать на почту и писать на WhatsApp. Но в случае какой-то срочной необходимости можете позвонить. Я думаю, что такой необходимости не будет. В общем, я доступна в любое время. А вам желаю успехов в освоении специальной педагогики и психологии, успехов в сдаче экзаменов. И очень хотелось бы видеть вас как наших магистрантов. Всего вам доброго. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. По ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я.
И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.